Мгм. Спасибо большое вообще за такую возможность. Очень приятно. Я уже начну просто перед тем, как познакомиться. Да, сейчас я как раз нахожусь в Элате на 4-й конференции большой независимых консультантов по машкантам. Это такое большое действительно событие. У нас, да, есть союз, в нем состоит больше 500 членов независимых консультантов по машкантам. Уже у нас такая сила. Уже присутствуют здесь спонсоры все большие банки Израиля, и маленькие тоже, как банк Иерушалаим, и Хеврат Клаль, это страховая большая компания, все приносят нам подарки, все хотят тоже как иметь с нами дело, потому что действительно мы уже набираем силу из года в год, и все больше и больше клиентов понимают, что получить машканту надо обращаться к независимым консультантам, которые действительно могут дать объективную оценку рынка, и здесь происходит действительно много событий. Я очень рада здесь участвовать. С самого начала я была уже у истоков, так сказать, создания нашего союза, и каждый год приезжаю сюда в Элат, чтобы действительно со всеми познакомиться, с моими коллегами, получить, конечно, очень много информации от моих клиентов. Ну, давайте познакомимся немножко. Как Лена сказала, меня зовут Инна Мамонтова-Халов, и я работаю независимым консультантом по машканте уже 7 лет. До этого я работала практически почти 10 лет в банке Апуалим и в Леуми, финансовой стороны, больше по вкладам денег. Я имею степень магистра в области бизнес-администрирования из Тель-Авивского университета. Работаю, естественно, и на русском, и на иврите. Я приехала почти 30 лет тому назад из Риги. Я замужем и имею 3 мальчиков. Так сказать, знакома действительно со многими аспектами. Уже есть какой-то опыт жизни тоже, с которым я тоже делюсь как бы с клиентами, когда их консультирую, потому что уже знаю действительно со многих сторон расходы, доходы, о которых мы тоже, конечно, немножко поговорим сегодня. Хорошо, значит, мы действительно название такого нашего эфира было это «Мечта или реальный план о покупке квартиры». И я бы хотела немножко поговорить о мечте. Потом мы перейдем, конечно, большая часть будет о реальном плане, потому что занимаемся мы все-таки цифрами, но покупка квартиры – это очень эмоциональный момент для всех нас, и многие мечтают о квартире, и действительно надо немножко поговорить, вот что, когда люди ко мне приходят и говорят, мы хотим купить квартиру, да, это мечта, но надо понять, какие есть, конечно, деньги, это очень важно. Лена тоже очень много говорила о ее эфире, я очень люблю следить за эфирами Лены. Когда мы говорим о деньгах, это не только вот деньги или квартира, это покупка 4 стен, это говорит очень много о нас, о чем, что мы именно хотим добиться покупкой этой квартиры. Я встречаю пар, которые готовы положить очень много, то есть, допустим, отказаться от очень многого, чтобы купить квартиру. Есть люди, которые не готовы отказаться, допустим, от поездок за границу или ездить на старых машинах, но иметь собственную квартиру. То есть для них мечты, они, естественно, разные. Мы поговорим о определении мечты иметь собственную квартиру, что дает нам квартира, для чего она нам нужна, как она выглядит. То есть очень много, вообще все в нашем мире, я понимаю, мы сами знаем, что все в мире, оно создано, сначала это было в нашей голове, да, то есть сначала было, мы думали о чем-то, потом мы пошли, мы потом это сделали, да, то есть, ну, в большинстве случаев, я надеюсь, да, то есть иногда, конечно, мы делаем вещи, о которых мы не задумывались, но они тоже где-то внутри, конечно, сидят, но мы не будем сейчас заходить в сильную психологию. В большинстве людей мы хотим, не знаю, выйти замуж, мы думаем, мы с кем-то познакомимся, потом будет так и так и так. Поэтому и есть разница, она, в принципе, между мечтой и целью. То есть очень много мы можем мечтать о чем-то, мы как бы думаем, что это наша цель, но мы не предпринимаем никаких действий. И поэтому мечта, она остается как бы мечта, да, мы хотим, конечно, купить квартиру, нам это даст какое-то ощущение стабильности, да, мы хотим, очень много часто я встречаю, когда клиенты говорят, мы хотим что-то завещать нашим детям, иногда эти дети вообще даже, как бы, может быть, будут с нами общаться, может, не будут общаться, мы этого не знаем, но есть цель. Вот мы поставили цель купить квартиру, то есть, в принципе, очень большая разница, она между мечтой и целью. То есть, когда приходят ко мне люди на консультацию, это чаще всего люди, которые поставили цель купить квартиру. И тогда уже мы сделать поэтапное какое-то достижение цели. И обязательно цель
покупка нашей квартиры, нашей мечты, это будет вот сейчас мы сможем это сделать. Может быть, сначала мы купим квартиру как капиталовложение, потом мы ее сможем продать и продвинуться дальше. То есть, но эта цель, ее надо решать. То есть не покупка квартиры, об этом мы тоже поговорим, это тоже какое-то решение. То есть этот вопрос, будем мы покупать квартиру или не будем покупать квартиру, он встает очень часто, мы ему откладываем, мы как-то делаем, но это все равно вопрос, который встает практически в каждой израильской семье. И вот сегодня мы именно поговорим, что можно сделать, какие шаги мы можем предпринять, чтобы добиться, вот, допустим, этой цели. Хотя, может быть, как я хотела сказать, эта цель, это еще только маленький шажок для того, чтобы достичь нашей мечты. Мы начнем с самого, так сказать, больного момента, конечно, в основном у многих русскоязычных выходцев из СНГ. Самый больной вопрос, конечно, он встает тоже и у ивритоязычных, у людей, которые родились в Израиле, коренных израильтян, но он больше, самый больной момент действительно для людей русскоязычных, с которыми я работаю, особенно люди, которые приехали давно, когда еще не было капиталов, люди, которые приходят ко мне сейчас, которые приехали 2-3 года тому назад, имеют иногда первоначальный капитал, может быть, он недостаточный, но он какой-то имеется при продаже квартиры в стране исхода. Какие источники первоначального капитала мы можем воспользоваться, чтобы его скопить, так сказать. Сегодня мы знаем, что нужно первоначальный минимальный капитал в размере 20% от стоимости квартиры. Мы поговорим о том, что закон о 90% или там, то, что нужно 10% капитал, его не существует. Есть единственное исключение – это покупка квартир через проекты Михер Мештекен, мы о них поговорим побольше. Сейчас, попозже, тоже сегодня поговорим немножко. Я имею в виду о покупке квартир на свободном рынке. Значит, это могут быть собственные накопления. Я очень прекрасно понимаю, как я вам сказала, я сама мама 3 детей. Я знаю, что сегодня поднять на ноги детей стоит очень много денег в Израиле. И я встречаю семьи, которые достаточно неплохо зарабатывают, прожив 20 лет в Израиле, не смогли накопить первоначальный капитал, поскольку действительно, как я говорю, жизнь, она достаточно дорогая. Если у людей нет здесь, приехали сюда молодая пара без родителей, и самим приходилось поднимать всю семью на ноги, то, конечно, это и достигнув сегодня практически в 45 лет, к примеру, даже неплохого дохода, первоначальных накоплений нету. Но иногда у людей есть хотя бы какая-то часть собственных накоплений. Могут быть это также фонд по повышению квалификации, есть люди, которые копят, допустим, фонд по повышению квалификации освобождается каждые 6 лет, что называется керен иштальмут на иврите. Иногда люди копят, допустим, 12 лет, не снимают этот фонд, и тогда могут получить эти деньги на руки. Также можно посоветоваться и подумать, стоит ли снимать эти накопления, а может быть взять суду, потому что сегодня фонд дают достаточно хорошие, высокие проценты на накопление. Можно взять также суды из пенсионного фонда, и можно получить примерно 30% от накоплений, которые были вложены вами и работодателем, не включая сумму пицуим, потому что их можно забрать всегда, поэтому дают суды только на другие исчисления. Конечно, самое популярное – это суды из банка. Поскольку квартиры сегодня достаточно дорогие, то надо с очень большой осторожностью, мерой осторожности. И очень многие банки, конечно, не любят, когда люди добирают первоначальный капитал через банк. И с этим надо тоже работать очень осторожно. Сегодня уже, конечно, никто, если хотите квартиру в миллион, да, взять 250 тысяч из банка под нормальные проценты, под нормальные выплаты, это практически нереально. То, что было раньше, допустим, когда квартиры стоили 500 тысяч шекелей, конечно, было намного легче.
У меня, да, есть клиенты, я не скрываю, которые набирают судами из банка, но не весь первоначальный капитал, а какую-то сумму, как я сказала, уже люди, которые зарабатывают достаточно неплохо, которые могут выплачивать и машканту, и суду, но надо очень быть осторожным с этим. Суды от родителей, родственников, родственных душ. Ну, я сторонник того, что родители, если могут помогать детям, то не судами, это вносит достаточно такие отношения достаточно тяжелые, потому что что будут делать родители, если дети не могут выплачивать суды. Родственники, это зависит от отношений между родственниками. Встречала людей, которые мне говорят, нет, друг сейчас обязался, что не даст 200 тысяч, а вот когда приходит момент, я хочу купить квартиру, да, мне эти 200 тысяч суду, эти друзья куда-то начинали говорить, что у них сейчас нет этих денег и так далее. Тут, конечно, может быть, есть разные отношения. Я менее сторонник, потому что деньги, друзья, это достаточно тоже такой, так сказать, надо продумать это хорошо. Залог родительской квартиры под первоначальный взнос. Я немножечко задеваю каждую тему, потому что о ней можно много и долго говорить. Да, можно заложить родительскую квартиру под первоначальный капитал. Можно заложить квартиру до 50% от ее стоимости. Тоже надо очень хорошо продумать. Одно дело, когда родительская квартира стоит 600 тысяч шекелей, и у родителей, допустим, живут только с битуах леуми, стоит ли рисковать их благополучием для того, чтобы купить вашу квартиру, это совсем другой вопрос. Если вы закладываете 300 тысяч шекелей родительской квартиры, которая стоит 2 миллиона, и у родителей есть хорошая пенсия, потому что вам надо будет выплачивать и суду на родительскую квартиру, и на машканту, то есть вы, в принципе, берете 100% машканту. С этим надо осторожно тоже работать, но это тоже вариант, который существует, чтобы вы знали. Давайте пройдем дальше. Сейчас мы поговорим о финансировании проекта. То есть мы, в принципе, сейчас продумали, записали, какую сумму первоначального капитала мы можем взять на себя, что у нас есть. Я быстренько пройдусь по теме, которую Лена задевала тоже, когда говорим о ведении бюджета, чтобы высчитать, сейчас мы посчитаем, на какую сумму машканты мы можем рассчитывать. Как это делается? Мы расписываем расходы и доходы. Я очень технологический человек, ну, как видно, с вебинаром мы оба немножечко не справились с технологией. Но, в принципе, я человек очень технологический, но я очень люблю записывать просто на бумаге. Можно взять на бумаге, на Excel, как вам удобно. Можно и просто по старинке взять, разбить на две части и записать расходы и доходы за, допустим, 3-4 месяца, за полгода до того, как вы хотите купить квартиру. Я расписала, здесь описаны основные расходы, то, как коммунальные услуги, питание, одежда, телекоммуникации, образование, транспорт, бензин, страховки. Одноразовые расходы, которые у вас есть, разделить их на 12 месяцев, да, потому что они всегда существуют, это не то, что отпуск или летние лагеря нагряны просто так, сумма, суд. И ваши доходы, имеется в виду, что записывать надо среднюю зарплату за год в нетто, люди, которые получают там бонусы раз в полгода, просто тоже можно на 12. Если у вас есть доходы за недвижимость, не обязательно мы сейчас говорим о доходах, многие, я знаю, что сдают квартиры, допустим, в странах исхода, и не обязательно эти деньги банк можно доказать об этих доходах, но это важно записать для себя. Алименты тоже желательно, что их видно на счету, но иногда люди получают их наличными, не всегда вкладывают, записать для себя. Пособие из битуах леуми, то есть тоже не все банки это принимают в расчет, если есть пособие по инвалидности, на детей и так далее, то надо это, но тоже для себя это записать по поводу того, на какую сумму мы можем рассчитывать. Конечно, потом надо продумать, не все стандартные доходы можно доказать банку, но в большинстве случаев можно с этим тоже работать. Как вы обратили внимание, я не включила в расходы сумму, которую вы платите за съем квартиры. И я объясню немножечко почему. Потому что очень часто, допустим, клиенты говорят, мы платим 4000 за съем квартиры, мы возьмем машканту, выплату 4000 в месяц. Но если я вижу, то есть все равно я не только как автоматом работаю, я человек, как я говорю, во-первых, я уже что-то прожила в своей жизни, я вижу, что человек, да, он платит 4000 шекелей за съем квартиры, но он находится в постоянном минусе.
у них огромные суды, которые непонятно, когда будут выплачивать. То есть я могу даже понять, что человеку могу сказать просто, что вам квартиру вы не можете сейчас себе позволить купить, или вам надо платить намного меньше в месяц. То есть поэтому, когда я хочу рассчитать эту сумму, я сделала так, чтобы мы действительно нашли вот эту сумму, которую, в принципе, вы можете выплачивать в месяц, каждый месяц. Потому что, допустим, если да, есть расход на квартиру на съем, вам тяжело платить, вы можете переехать, допустим, на более дешевую квартиру или съехать с нее. Когда у вас есть машканта, вы должны знать, что сумму в месяц вы будете выплачивать банку. И, в принципе, такой мобильности, как на съем квартиры, которая она существует, и это один из плюсов съема квартиры, то она, конечно, менее действительно, потому что тяжелее сдать свою квартиру, мы больше к ней привязаны, мы уже привязаны к месту, уже если мы говорим, мы потянем, будем что-то, возьмем дополнительные суды, чтобы платить машканту и так далее, и так далее. Поэтому надо продумать действительно вот эту сумму. Давай посмотрим, Лена, дальше. То есть мы, допустим, мы пришли к выводу, что наши доходы от расходов, у нас есть свободная сумма в месяц, к примеру, 4000 шекелей. Как вычислить сумму разумной машканты? Я вам дам сейчас такой, в принципе, очень удобный способ вычислить. Есть с этим, конечно, тоже разница, построить машканту более стабильную, менее стабильную, но по большому счету, если вы хотите рассчитать разумную машканту, этот способ работает достаточно неплохо. На каждые 100 тысяч шекелей, допустим, если мы хотим взять машканту на 25 лет, вы должны рассчитывать на 500 шекелей в месяц возврата. Если мы хотим говорить на 30 лет машканты, то 450 шекелей. Машканты дают сегодня до 80 лет в больших банках. Да? Рассчитывать в маленьких банках дают до 75 лет. То если мы говорим о машканте в 4000 шекелей возврате в месяц, и мы берем на 25 лет, то сумма машканты будет составлять 800 тысяч шекелей в месяц. Сегодня на 30 лет можно взять машканту и в 900 тысяч чуть-чуть, даже можно взять почти в миллион на 30 лет, выплачивать 4000 шекелей, но это будет очень опасная машканта. Но мы пришли к выводу, что сумма машканты, которую мы можем взять, возвращая 4000 шекелей в месяц на 25 лет, это 800 тысяч шекелей. То есть квартира, которую мы сегодня можем себе позволить, это первоначальный капитал плюс сумма машканты. То если, допустим, мы знаем, что у нас 200 тысяч шекелей и машканта 800 тысяч шекелей, то квартиру мы можем в миллион, но мы знаем, что нам нужно еще найти 50 тысяч шекелей, потому что первоначальный взнос составляет 250 тысяч шекелей на квартиру в миллион, то тут нам нужно продумать, либо мы покупаем более дешевую квартиру, потому что 200 тысяч шекелей это первоначальный взнос, который подходит для квартиры 800 тысяч шекелей, либо мы берем дополнительную суду в 50 тысяч шекелей, к примеру, возврат 1000 шекелей в месяц, 800 шекелей, 900 шекелей в месяц примерно это на 5 лет, и мы готовы выплачивать практически 5000 шекелей в месяц на 5 лет, купив квартиру в миллион. Тут уже надо продумать о расходах, доходы какие соответствующие, можем ли мы позволить себе еще 5 лет выплачивать 5000 шекелей. Но вот таким образом мы работаем. Окей, давай продолжим дальше. И если мы возвращаемся в то, что я сказала, что у нас есть 200 тысяч шекелей и 800 тысяч шекелей машканты, иногда нам недостаточно только 50 тысяч шекелей взять суды дополнительно. Нам нужна суда, допустим, практически в 100 тысяч шекелей. И почему? Потому что мы должны принять все дополнительные расходы, связанные с этим финансовым проектом покупки квартиры. Здесь у вас есть табличка, тоже вы можете ее просмотреть. Какие расходы дополнительно существуют при покупке квартиры? Если мы говорим со вторых рук, то очень много квартир продается сегодня через маклеров. Адвокат по недвижимости, который тоже советует брать при покупке, естественно, со вторых рук и при покупке от застройщика, что называется, каблана. И налог при покупке квартиры в 2020 году в январе у нас сумма увеличилась о покупке квартиры, то есть квартира до 1 744 000 шекелей не облагается налогом. Индекс строительных цен – это индекс, который добавляется при оплате к каблану, то есть если вы не
покупаете квартиру сразу за всю сумму, а чаще всего застройщику вы платите либо по мере продвижения строительства, либо сначала 25%, потом 75%, и за это время, пока строится квартира, индекс строительных цен может вырасти, это может достигать несколько десятков тысяч шекелей. Ремонт при покупке квартиры со вторых рук, естественно, надо продумать, нужен будет ремонт. Иногда даже маленький косметический ремонт, это тоже несколько тысяч шекелей. Я не добавила здесь и переезд, вещи, которые тоже это несколько тысяч шекелей могут достигать. Оценка недвижимости, что называется шамаут, оценка квартиры, которая производится при покупке квартир со вторых рук, либо при покупке квартир по проектам Мехир лемиштакен. Со вторых рук очень советую произвести оценку недвижимости до подписания договора на машканту, потому что если вы берете, допустим, даже, как я привела пример, дополнительную ссуду на первоначальный капитал, то вам дадут машканту от оценки недвижимости или по договору по нижней планке. Иногда недвижимость со вторых рук оценивается ниже, чем вы покупаете по договору, и тогда вы можете получить меньше машканты, и придется вам еще где-то находить деньги на первоначальный капитал. Это тоже надо продумать. Когда мы оформляем машканту, есть сумма, которую надо принять в расчет как открытие папки машканты. В банке за нее берут 0,25% от суммы машканты, то есть если квартира, допустим, машканта в миллион, это 2500 шекелей, на эти суммы тоже можно вести переговор. Примерно, скажем так, на все оформления машканты в районе 3500 шекелей, которые тоже надо принять в расчет. И когда мы говорим о машканте, то все, которые берут машканту, должны застраховать жизнь и имущество при получении машканты. Здесь имеется в виду, что надо взять эту сумму в расчет как месячный платеж. Это зависит от суммы машканты, очень зависит, естественно, от возраста и состояния здоровья. То есть молодые пары, конечно, в районе 1 000 000 шекелей, пары, я имею в виду в районе 30-35 лет, не курящие могут получить страховку жизни в районе 100 шекелей. Люди, которым уже за 40-50, особенно если люди курят, то эти страховки могут быть несколько сот шекелей, которые, конечно, надо взять в расчет. Давайте продолжим. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте, пишите, напишите, что вас больше всего интересует. Сейчас мы перешли к действительно самой очень такой горячей, скажем, теме, которая, правда, уже несколько лет существует на рынке. И я скажу, что я очень большой сторонник этой программы. И мы говорим о программе «Цена для новосела» на русском или на иврите, это называется «Мехир лемиштакен». Я могу сказать, что я сама выиграла программу по этой лотерее, и уже вот должна в ближайшие месяца получить квартиру в Ришон Ле-Ционе. И я считаю, что это действительно большая возможность для молодых пар, у которых сегодня тяжело накопить. Я живу, допустим, в Рамат-Гане, у нас квартиры средние, допустим, новые квартиры стоят в районе 2,5 миллионов шекелей первоначального капитала, и взять достаточно разумную машканту у нас не было такой возможности. Я увидела в этих программах большую возможность покупки новой квартиры, потому что квартира мне нужна относительно большая. И вот могу сказать, что в квартире в Ришон Ле-Ционе, допустим, 4-комнатной квартиры, 5-комнатной квартиры можно было купить до 1,5 миллиона шекелей. Это сумма, которую сегодня уже просто нереально на открытом рынке купить. Скидка, как я написала, на квартиру, она может быть очень внушительной, от 30-40% от стоимости квартиры. На периферии, конечно, скидка, она достаточно немножечко ниже, но тоже иногда стоит продумать, потому что это один из плюсов. А второй, ну, допустим, я видела квартиры моих клиентов, которые выиграли в Димоне или даже в Харише. Относительно разница между выигрышем и квартирой на свободном рынке, она ниже. Но здесь прибавляется еще второй большой плюс этой программы, это то, что можно приобрести недвижимость с небольшим первоначальным капиталом или без него, или без него вообще. Я объясню немножечко. Значит, для большинства квартир, мы говорим о квартирах, допустим, до
миллион 200, миллион 300, миллион 500. Достаточно получить, миллион 500 уже надо 150 тысяч, но, допустим, квартира до миллион 200, миллион 300 можно купить, имея 100 тысяч шекелей первоначального капитала, что, согласитесь, намного ниже, чем если мы покупаем квартиру миллион 200 тысяч шекелей. К примеру, на свободном рынке вам нужно минимум 300 тысяч шекелей. Остальную сумму вы можете получить машканты. На периферии, вдобавок ко всему, у вас есть подарочные суммы, маанах, что называется. Можно посмотреть в интернете список городов, в котором есть маанах. Это и Ашкелон, Бершева, на севере, даже в Харише тоже есть 40 тысяч шекелей маанах. И сегодня уже эта сумма входит в часть первоначального капитала, то есть вам нужно в районе 60 тысяч шекелей минимальный, ну, большинство надо было в районе 7. Самое минимальное, что у меня люди покупали, это за 70 тысяч шекелей первоначального капитала. Что значит не имея его вообще? Я не скрою, у меня были клиенты, которые и эти 70 тысяч шекелей или 100 тысяч шекелей получали дополнительными судами. Как обычно говорю, надо это продумать достаточно серьезно, взвесить, сможете ли вы все это выплачивать, но опять-таки такая возможность существует. Как правило, понятно, что для более дешевых квартир в районе 700-800 тысяч шекелей, когда машканта будет составлять, к примеру, 600 тысяч шекелей, плюс суда на 5 лет, тоже продумать, естественно, все это в зависимости от доходов, возраста, и на какой профессии работают и так далее. Еще один большой, конечно же, плюс – это возможность продать квартиру. Можно продать сегодня эту квартиру, ее можно сдавать. Очень важно понять, когда вы получаете ключи, вы можете сдать эту квартиру на съем и можете продать ее либо после выигрыша, если пройдет 7 лет, или с момента вселения пройдет 5 лет, что произойдет побыстрее, потому что квартиру иногда мы получаем, как я, допустим, выиграла уже 3,5 года тому назад, то есть я получу квартиру после 4 лет после того, как я выиграла эту квартиру, то есть мне уже не надо ждать еще 5 лет, когда я проживу на этой квартире, то есть через 3 года пройдет 7 лет с момента выигрыша, и я смогу эту квартиру продать, и таким образом люди могут выиграть, допустим, более дешевую квартиру где-то на периферии, сдавать ее, продав ее через 7 лет после выигрыша и получить какую-то сумму, с этого капитала они могут купить квартиру, допустим, о которой они мечтают. И вот сейчас мы немножечко обратим внимание на минусы этой программы. Леночка. То есть вот как раз я хотела сказать про минус этой программы. Сейчас мы как раз поговорим, вот второй минус, я хотела говорю, что проходит иногда несколько лет ожидания с момента выигрыша до въезда в квартиру, потому что очень многие проекты по этим программам Михтекен, они продаются, допустим, эти розыгрыши, вот как я выиграла в Ришине, это, допустим, в каких-то на такой территории, которая находится, нету вокруг жилых проектов. Что тогда происходит? Мы знаем, что бюрократия у нас в Израиле достаточно такой процесс долгий, вот, и берет очень много времени, пока мэрия дает разрешение на строительство, пока все застройщики получают все документы, по которым они могут начать копать, и, естественно, до этого момента нет смысла, квартиры уже проданы, как вы понимаете, потому что это не застройщик, который должен продавать квартиры, потому что все, кто выиграли, они уже собираются покупать квартиру, а если они не смогут купить эту квартиру, то есть еще тысячи, которые не выиграли, готовы купить эту квартиру по скидке. Поэтому просто ждут строительства, начало строительства. Это может занять, я знаю, у меня есть люди, которые выиграли в Ашкелоне, в Модине уже 2-2,5 года с момента выигрыша, не получают никаких известий, то есть может пройти и 5-6 лет, пока они въедут в квартиру. В отличие от других городов, допустим, города как Роша-Айн, у меня есть клиенты, которые уже 2 года тому назад получили машканту, я делала им машканту, и они уже живут на своей квартире, довольны. Вот сейчас мы делаем перерасчет машканты. То есть очень достаточно быстро, в течение 2 лет с момента выигрыша, они уже въезжают в свою квартиру.
То есть розыгрыши, они происходят в отдельных городах, и низкая вероятность выигрыша в центре страны. Сегодня все больше и больше городов участвуют в проектах. Я писала, может быть, говорила об этих проектах там год и полтора года назад, призывала людей записываться на эти проекты. Тогда было меньше городов, сегодня участвует действительно очень много городов, то есть ближайшие города в вашем, там, где вы проживаете, участвуют по всей вероятности точно. Конечно, в центре страны возможность выигрыша, она более низкая, поэтому если вы задались целью покупки квартир, допустим, в отдельном городе, то вероятность покупки там будет, конечно, ниже. Я знаю людей, которые хотели выиграть только, допустим, в Медине, они проживают в Медине, у них взяло несколько лет, но они выиграли квартиру. То, что вот я заметила об этом подвешенном состоянии, о котором я говорила прежде, выплата съема на квартиру и машканты параллельно, да, тоже больной момент, конечно, пока вы въезжаете, то есть, пока вы получите эту квартиру, это может занять 2,5 года, пока строится дом. Вы же начинаете выплачивать часть машканты постепенно застройщику, в отличие от покупки на открытом рынке застройщику можно добиться, допустим, что вы сейчас даете задаток, и через 2 года, когда построен дом, вы даете остальную сумму с привязкой к индексу цен, конечно, строительных, то по программам Михилим и Штекен вам надо практически сразу начинать, чаще всего это каждые 3 месяца вы выплачиваете 10% от суммы, которую вы должны от суммы квартиры. Естественно, за эту сумму уже надо выплачивать машканту. Есть возможность выплачивать только процент на сумму машканты, то есть отложить полную выплату, но уже нет такой возможности, то, что было раньше, допустим, не выплачивать вообще машканту и начинать через 2 года выплачивать эту сумму. То есть тоже надо принять в расчет, что могут добавиться здесь постепенно несколько сот, а потом уже может достичь там 2000 шекелей в месяц, да, то надо об этом тоже подумать. Индекс строительных цен, как я говорила, который может достичь десятки тысяч шекелей за время строительства. Типичные договора на покупку квартиры, то есть сами договора, их составляет Министерство строительства вместе с застройщиком, в принципе, здесь особо ничего нельзя изменить. Стандартное строительство, то есть вы не имеете права производить никаких изменений во время строительства, то есть только при получении ключей вы можете привести своего там, шипутника, и он будет делать какие-то изменения в квартире. Это тоже может как бы повлиять на какие-то изменения. То есть это тоже надо принять в расчет, что при выбор у вас очень минимальный, там, кухни или пола и так далее. Опять-таки, вы тоже не можете играть, то есть надо продумать, где вы хотите играть, в каких городах вы хотите участвовать в этом проекте, потому что вы не можете постоянно отказываться, можно отказываться до 2 раз и перейти от одной седры в другой. То есть все, кто записывается на программу, сегодня, если вы собираетесь записываться на эту программу, вы все будете автоматически участвовать в седра Гимель, что называется, то есть вы уже как бы последние, кто записались. Но после 3 отказов вы должны знать, что участие ваше в этой программе прекращается. То есть тоже надо подумать, где вы хотите выигрывать. Не играть в тех городах, в которых вы, допустим, не можете себе позволить квартиру, или там, где вы вообще не собираетесь покупать. Яночка? Теперь, то есть то, что я сказала, очень важно подумать, чтобы выбрать проект под ваш бюджет. Сейчас, Катя, я отвечу на этот вопрос. Значит, то, что я хотела сказать по поводу покупки квартиры, получения машканты. Как я сказала, на открытом рынке вы можете получить 75% от стоимости квартиры. Сказать, вы покупаете квартиру за 1 миллион, вы можете получить 750 тысяч. Если мы говорим о том, что Шамай, банк, оценка недвижимости произведена, допустим, в 1 миллион, вы можете получить 750 тысяч шекелей. Вот в том-то и удобно, что в проектах Михилим и Штекен вы можете получить, давайте разберемся, что такое 90%, да, то есть вы можете получить машканту, если квартира, допустим, выигрыш составляет 1 миллион, вы можете получить 900 тысяч шекелей машканты при минимальном вкладе 100 тысяч шекелей. Окей? Если квартира стоит, допустим, больше, то вы можете получить 75% стоимости от оценки Шамая.
к примеру, квартира в миллион, она была оценена в 1 200 000, к примеру, да, ну, 1 200 000, 75% это те же 900 000 шекелей. Но если, к примеру, квартира в миллион, это бывает, допустим, трехкомнатная квартира в Ришине выиграна в миллион, она оценена, к примеру, в 1 500 000. Okay? Это не говорит о том, что вы можете получить 1 100 000 машкат или весь миллион, потому что мы идем все равно, что минимальный вклад в 100 000 шекелей существует. Okay? То есть правило финансирования – это то, что 75% от оценки Шамая, но минимальный вклад в 100 000 шекелей в любом случае. Теперь Катя задала вопрос, где можно узнать конкретно про эти программы, сколько стоит участие. Имеется в виду, очень важно, что по всей вероятности эти программы закончатся в этом году, это последний год, поскольку очень... у нас нет правительства уже достаточно долгий период. Кто возглавлял вот все эти программы, это мистер Кахлон, который сегодня уже не находится в правительстве. И все говорят о том, что мы находимся в большом минусе в правительстве, и поэтому очень много противников этой программы, может быть, даже и прямых противников Кахлона, которые говорят о том, что здесь земля была продана за копейки застройщиками, эта программа недовольна этой программой. По всей вероятности, она закроется. Далее она присоединила здесь ссылку. Теперь вы можете записаться на эти программы. Это сайт записи на программу. Сегодня можно это сделать через интернет. Запись стоит в районе 200 шекелей. Это действительно один раз вы платите эту сумму, и вы можете участвовать во всех проектах. Okay? Также вы можете почитать и на моей Facebook-страничке тоже об этих проектах. Я очень много говорю о них и очень много пишу, потому что я знаю, что для многих это единственная возможность покупки квартиры. Это остальные вопросы я чуть-чуть отвечу попозже, когда подойдем к концу. Леночка, давай поговорим дальше. Сейчас я быстренько чуть-чуть поговорю про квартиры, да, про Мехир Лемиштакен. Квартиры за 60 000 шекелей, очень много, значит, как я сказала, есть на периферии квартиры, где вы получаете маанак от государства от 40 000 до 60 000 шекелей, и он входит в сумму первоначального капитала, но минимум сегодня составляет 60 000 шекелей. Я единственное хочу только чуть-чуть заострить на это внимание, потому что я сказала, что не может быть, почему не всегда 60 000 шекелей будет достаточно. Почему? Потому что квартиры на периферии, скидка на них очень невысокая. Я не буду сейчас входить в цифры, я хочу вам просто сказать из своего опыта. Квартиры на Димоне, в Ерухаме, в Харише, квартиры были оценены чуть-чуть выше, и поэтому 75% от оценки Шамай, это оценщик недвижимости, который приходит из банка, она составляла, что машканту, эти 75% плюс маанак не хватало 60 000 шекелей, чаще всего состояло 70-75 000 шекелей, это надо иметь в виду, надо это все просчитать. То есть не покупать вот эти слоганы, да, которые продаются вот за 60 000 шекелей, вы можете купить квартиру, не всегда так, это очень хорошо видно как реклама, но это надо продумать с цифрами, иногда это было действительно, так сказать, очень важно. У меня были клиенты, которые мы еле-еле набрали эти 70 000 шекелей услуги, и тут оказалось, нам надо еще 5 000 шекелей найти где-то, потому что нужно было 75 000 шекелей, поскольку оценщик недвижимости оценил квартиру очень низко в Харише, да. Так, давай продумаем дальше. И сейчас мы поговорим, зайдем еще такой вопрос о том, что, как я сказала, мы немножечко уже подходим к концу, о том, что есть мечта, есть цель покупки квартиры. Иногда люди говорят, мы не собираемся, то есть, что я хотела сказать, надо решить. Мы хотим покупать квартиру, но когда мы собираемся ее не покупать, это тоже какое-то решение. И когда мы говорим о том, что мы вот решили, мы не покупаем квартиру, мы согласны жить, инвестируйте всю свою жизнь, это не говорит о том, что это, что сейчас мы должны не копить денег, мы будем месяц закрыть, мы не собираемся покупать квартиру, мы живем сегодняшним днем, и, в принципе, нам ни о чем не надо думать, потому что мы не собираемся там
обновлять квартиру, делать какие-то движения. Но это говорит о том, что нам надо продумать, есть еще как я их называю, побочные эффекты положительные покупки собственной квартиры, которые надо учитывать. Я говорила о том, что каждый человек, который покупает квартиру, обязан сделать страховку жизни. Страховка жизни подразумевает о том, что когда два человека берут машканту, если, не дай бог, случается только при одном исходе гасит страховка, она гасит машканту в том для того, чтобы человек, который остается один, он смог финансово продолжать жизнь. То есть, в принципе, он живет на квартире, на которой нет машканты. Если мы живем на съеме, то не дай бог, если пара остается человек один, он просто не сможет выплачивать квартиру на съем, ему придется съехать и жить, допустим, на более дешевой квартире, а иногда он просто не может в состоянии выплачивать. И поэтому надо продумать и посмотреть, есть ли страховки на жизнь при случае, если что-то случается, чтобы человек, особенно тот, который зарабатывает ниже, смог выплачивать квартиру на съем. Квартира, которую мы покупаем, это квартира, которая, это не машина, которая обесценивается, да, вы покупаете сегодня новую машину, через 15 лет, допустим, вы ее больше уже, вы не можете ее продать, она не стоит вообще денег. Квартира, это есть какой-то, это ваш капитал, и квартира может дать вам в пожилом возрасте либо источник дохода, допустим, вы можете ее сдавать за большую сумму и снимать квартиру на более дешевую сумму, если, допустим, у вас не хватает дохода. Вы можете ее заложить сегодня и страховые компании, и сейчас уже входят в это банки, понимают о том, что здесь есть много людей в Израиле, у которых не хватает доходов для проживания, но у них есть квартиры. Сегодня есть возможность заложить квартиру, сумму, которую вы будете выплачивать только после 120, человек может прожить до 120 в своей квартире, в собственной квартире, да, она заложена банку, страховой компании, да, эти деньги уходят к своим детям, к наследству, но это дает возможность прожить, так сказать, что называется на иврите боковод, то есть как бы прожить хорошо в зависимости от этого. То есть то, что я говорю, надо подумать о том, как вы будете выплачивать съем, как вы будете жить дальше, не имея собственной квартиры, хотя это тоже вариант, и это тоже... И иногда оно так и есть. Ко мне приходят люди на консультацию, я им говорю, вы должны жить на съеме, потому что у вас возможности сегодня купить свою квартиру нету. Может быть, она может быть в будущем, да, и уже в возрасте, что уже надо продумать какие-то другие варианты. Я немножечко чуть-чуть отвечу на вопросы, потому что они были здесь. Значит, был вопрос про программы, потом мы говорили про... Сейчас, секундочку, хотела посмотреть. Нет, было, где можно узнать про программу. Какой доход семьи надо иметь, чтобы получить 800 тысяч шекелей машканты? Смотрите, я хочу сказать так, все, конечно, очень индивидуально. То есть мы говорили о том, что 800 тысяч шекелей машканты – это выплата 4 тысячи шекелей в месяц. 4 тысячи шекелей в месяц большинство банков дают... В больших банках, вообще по банку Израиля можно выплачивать до 40% от дохода, но это не говорит о том, что люди, зарабатывающие 10 тысяч шекелей, получат 800 тысяч шекелей машканты, по всей вероятности нет. В основном приблизительно надо рассчитывать 30-35%, это нормально, то есть в районе минимум 12 тысяч шекелей и выше можно рассчитывать уже на 800 тысяч шекелей машканты. Опять зависит от возраста, зависит, сколько стоит квартира, то есть если вы берете на 75%, вы может повлиять чуть-чуть, человек, который покупает за 2 миллиона, берет 800 тысяч шекелей. Возраст, профессия, состояние счета, понятно, что мы не говорим уже о дополнительных судах, но в принципе 12 тысяч шекелей, это уже можно рассчитывать на такую машканту. Если семья 12 шекелей, еще есть коммунальные услуги, доходы, дети и так далее, расходы и дети. В принципе, я вам скажу по моему опыту, как бы, когда я смотрю на ведение семьи, то
4000 шекелей, это выплачивается, в принципе, советую семье, которая зарабатывает 15 тысяч и выше. Получить машканту можно, вопрос, как ее выплачивать, окей? То есть я думаю, что надо на семью зарабатывать в районе 15 тысяч шекелей, чтобы выплачивать 4 тысячи шекелей в месяц. Семья, которая в 12 тысяч шекелей зарабатывает, да, они могут получить машканту и 800 тысяч, иногда даже и 850, может быть и 900, но я не считаю, что это, я считаю, что это достаточно большая машканта для такого дохода. Здесь было, говорили про... Кто-то писал Шамай, да, кто такой Шамай? Шамай – это оценщик по недвижимости, каковы его функции. Оценщик недвижимости, надо брать оценку до подписания договора, либо после подписания договора, когда вы берете машканту, банк обязывает, чтобы один из оценщиков, с которым он работает, пойдет оценит квартиру. Теперь, его функции того, он должен, поскольку он специалист, который не обязательно, он не работник банка, это независимые шамаи, но у них есть договор с банком. То есть он дает оценку, сколько стоит квартира сегодня, и он проверяет и запись квартиры. Я не буду входить, есть очень много квартир, которые, допустим, построены до того, как был создан Израиль. Есть квартиры, допустим, на территориях. Это все надо принять в расчет, когда оценщик, он дает, или, допустим, 4-й этаж без лифта, квартиры, которые были разделены. Есть очень-очень много моментов. Его цель – оценить, сколько стоит квартира на сегодня, чтобы банк знал, за сколько эту квартиру можно сегодня продать. Это его профессия – оценить правильно квартиру. Не очень бытует много мнений и различных в интернете о том, что они всегда занижают оценку. Это не всегда правильно. О том, что их можно, допустим, заплатить им побольше, скажем так, это тоже сегодня уже не работает. Но с этим надо тоже как-то работать, продумать, сделать оценку до подписания договора или не сделать. И тогда, в любом случае, при подписании машканты, одно из условий при получении его, это то, что у вас ваш оценщик недвижимости от банка придет и оценит квартиру. Еще была одна оценка, какие категории населения имеют право получить ману. Это, Катя, о чем это мы говорили? Напишите мне. Лена, ты пока перечисли, о чем имеется в виду? Что такое? Маанак. Если мы говорим о маанак, это не зависит маанак от... Да, машканта – это ипотека, Виктория. Ипотечное судо, да, на покупку квартиры. Маанак имеется в виду, это не имеет в виду к населению, это зависит от места, в котором вы выиграли. Да, от периферии. Вы можете почитать, как я сказала, Хариш, Бершева, Ашкелон. Есть в городах там только ограничения на стоимость выигрыша. То есть, если квартира, по-моему, не ловите меня на слове, по-моему, 1 миллион или 1 200 000. То есть, если вы, конечно, выиграли квартиру в Ашкелоне и можете позволить себе купить пентхаус за 2 миллиона, по всей вероятности, вы не получите манак. Да? Это не зависит, кто выиграл. Это зависит место выигрыша. Так, давайте подумаем дальше. Если квартира, вот здесь задан вопрос, какой канапе? Так, давайте так. Диана, если квартира, допустим, была разделена, подожди секундочку, и я покупаю обе разделенные части. Квартира падает в цене при оценке Шамаем. Да, а квартиры разделенные, во-первых, надо иметь в виду. Не все банки дают машканту, ипотечную суду на разделенные квартиры. Обязательно нужно, естественно, произвести оценку Шамая до того, как вы ее покупаете. Шамай просто снижает оценку квартиры на стоимость возврата квартиры в первоначальное состояние. То есть, допустим, 4-комнатная квартира была разделена на 2 единицы полностью, да, и вернуть ее в то состояние, в которое она была. То есть, одна кухня, один санузел, который сейчас у вас есть 2, и 2 счетчика на, допустим,
ну, неважно, сейчас счетчики, мы говорим в основном, что значит, каждая разделенная единица, у них есть отдельная кухня, отдельный санузел, вернуть ее в состояние, в котором она была изначально, как записано в табу, 4-комнатная квартира, стоит, допустим, 150 тысяч шекелей. То есть квартира вместо 1 500 000, 4-комнатная квартира, она сегодня будет оценена 1 350 000, к примеру. Окей? Это будет, естественно, записано. И машканту вы сможете получить, к примеру, если вам надо, максимум 75% от оценки Шамая. Окей? Теперь мы говорили, это плачу машканту 3 года, стоит обратиться для перерасчета и как грамотно это сделать. Я не задевала сейчас я расскажу, что да, у вас есть в модуле моем про машканту. Значит, платите машканту. Да, машканту можно пересчитать и через 1 день после того, как вы ее получили. Кстати, если вы платите 3 года, как раз 2016-2017 год, это самые года, такие по сравнению с сегодняшним днем, очень высоких процентов. Да, и вот, вы как раз, Жанна, добавляли. Если можно, скажите несколько слов на тему перерасчета машканты. Много звонков от разных агентов с такими предложениями, в каких случаях стоит заняться перерасчетом. Я как раз я тоже об этом писала как раз совсем недавно. Почему? Потому что тема действительно тоже очень-очень горячая. И расскажу немножечко про перерасчет машканты. Да, значит, машканту, в принципе, можно пересчитать через день после того, как вы ее взяли. Если мы говорим, что вы вот люди, если здесь слушают меня, или кто брал машканту, допустим, через Миштекен, только после того, или покупаете застройщика, после того, как квартира построена. Если вы покупаете со вторых рук, вот вы выплатили, взяли всю машканту, квартира перешла в ваши руки, записана уже в табу ваша квартира, вы можете пересчитать машканту. Теперь, машканту, как ее перерасчитывать правильно, как посмотреть, правильно ли, да, то есть как это я делаю, допустим, рассчитываю, я тоже занимаюсь перерасчитываю машканту, то есть перерасчет делается таким образом, что берется сумма машканты, которая у вас на сегодняшний день есть, и мы смотрим, как по тем же самым маршрутам, которые вы продолжаете ее выплачивать до конца машканты, допустим, у вас остался 1 000 000, и вы выплачиваете 5000 шекелей в месяц, и я знаю, что в конечном итоге, если вы ничего не будете делать, вы выплатите банку 1 500 000, к примеру, да, включая проценты, включая какие-то тоже экономические данные, которые я заношу, потому что сегодня у нас очень низкая инфляция, в прошлом году она поднялась только на 0,6%, надо посмотреть действительно, какие экономические данные берет агент в расчет, потому что, естественно, я могу взять какие-то данные, которые нереальные, тогда, естественно, у вас будет очень большой, там, 500, 1 000 000 можно сэкономить, просто надо понять, да, на чем основана эта цифра. Значит, допустим, вы возвращаете 1 500 000. На сегодняшний день, если мы делаем перерасчет, что такое перерасчет? Давайте начнем с этого, потому что многие не понимают еще, что за смысл. Перерасчет – это взятие новой машканты на лучших условиях в том же банке или в другом банке. Но это имеется в виду взятие новой машканты. Это должны вы принять в расчет, потому что я сегодня получаю очень много звонков, и вдруг оказывается, что люди, к примеру, на сегодняшний момент не работают, или они уже после машканты взяли очень много суд, и сегодня им никто перерасчет не сделает. То есть это взятие новой машканты, у вас заново проверят доходы, проверят ваши счета и так далее. Да? То есть и еще надо иметь в виду, что особенно машканты, которые взяты были как раз недавно, 2016-2017 год, очень часто есть штраф. То есть если вы, я сказала, к примеру, 1 000 000 шекелей, который у вас сейчас вы должны еще банку, а со штрафом, то есть погашение машканты, это будет 1 000 000, допустим, 20 000, да. Чаще всего, кстати, большой штраф, это говорит о том, что вам выгодно перерасчитывать машканту. Я делаю сейчас перерасчеты из 40 000 и 50 000 шекелей. Штраф, это вы его не приносите из дома, а имейте в виду, что новая машканта будет просто на 50 000 выше. И, к примеру, мы берем вот эти 1 20 000 шекелей и раскладываем их на совсем другие маршруты, под совсем другие проценты, на те же 5000 шекелей. И, к примеру, мы видим, что, во-первых, вы можете вернуть не оставшиеся 25 лет, а, к примеру, за 20 лет, да, и не 1,5 миллиона, вы возвращаете 1 300 000, к примеру, на новых условиях. И тогда мы знаем, что экономия составляет даже то, что вы взяли на 20 000 шекелей больше, потому что у вас есть штраф,
и возвращая в месяц первоначальную сумму такую же, как сегодня, вы вернете 200 тысяч, на 200 тысяч шекелей меньше. Чаще всего, как я сказала, это не обязательно 200 тысяч шекелей, чтобы вы сэкономили 3,5 года, платя каждые 5 тысяч шекелей в месяц. Иногда это экономия только 2 или 2 года, к примеру, 2,5. А остальная экономия основывается на том, что ваш платеж просто не вырастет слишком, вырастет ниже за счет того, что у вас проценты меньше. Здесь немножко, конечно, это надо все просмотреть. Да, очень имеет смысл сегодня пересчитать машканту. Иногда вот эти даже 3 или 4 года, они очень-очень-очень важны. А иногда можно оставить тот же самый, допустим, на тот же самый срок, к примеру, те же самые 25 лет, но вы будете оплачивать не 5 тысяч шекелей, у меня есть тоже клиенты, они сказали, оставь мне тот же самый срок, но, допустим, они будут выплачивать в месяц на 500 или 600 шекелей меньше, и для них это очень важно, к примеру, на сегодняшний момент. Окей, Вылать. Если не вернуть в первоначальное состояние, купить разделенную квартиру, сделать обе части квартиры на съем, как 2 самостоятельные единицы. Шимай уменьшить или увеличить ее стоимость? Смотрите, если вы собираетесь разделять квартиру, я вам говорила о том, что не вернуть в первоначальное состояние. Давайте сделаем Если вы собираетесь купить квартиру и разделить ее, то изначально покупайте квартиру неразделенную. Об этом не надо никому говорить. Мы говорим о том, что вы покупаете квартиру, а потом вы сами уже будете разделять. Шамай не уменьшит ее стоимость и не увеличит ее стоимость. Если вы изначально покупаете квартиру уже разделенную, она уже разделена, она сдается, да, 2 единицы сдаются. Кстати, если, допустим, вы квартиру сдаете, то не будет банк принимать, допустим, 4-комнатную квартиру, не разделенную, если бы она не была разделена, можно сдать за 4 тысячи шекелей, а вы получаете с каждой единицы по 3 тысячи шекелей, 6 тысяч. Банк не возьмет 6 тысяч в расчет. Банк, в принципе, будет смотреть на эту квартиру, как будто ее надо вернуть в изначальное состояние. Но если вы покупаете квартиру и собираетесь ее разделять, то не надо об этом говорить банк. Естественно, покупайте квартиру как обычную квартиру, а потом уже делайте с ней, что вы хотите. Перепланировку квартиры надо ли регистрировать? Естественно, перепланировка квартиры, это зависит от мэрии. Естественно, если вы меняете квартиру и делаете из нее 4-комнатную квартиру, вы делаете 5 комнат, то это обязательно, на это надо получить разрешение. И что называется харигот бния. Есть харигот бния, да? То есть, допустим, мои родители живут в Ганэ-Авиве. Я могу вам сказать, что все на крыше застроены там, можно построить, допустим, маленький там 20 метров, строить 40 метров, сдают квартиры, да, и у всех, у кого есть внизу садик, строят там внутри еще одну, добавляют еще одну комнату, это все называется, этого нельзя делать, на это нельзя получить даже разрешение, но люди это делают. Теперь, как это влияет при продаже? Тем же самым образом, опять-таки, приходит, естественно, шамай. Это любой человек, который покупает квартиру. Адвокат увидит, что квартира в табу записана одна площадь, а, извините, у меня здесь построен дворец. Да? То есть это называется харигот бния, то есть это имеется в виду, что вы построили больше, чем вам разрешено по мере, и тогда это тоже будет в оценке шамай, и тоже имеется в виду банк. Банк посмотрит, извините, если достроено 100 метров, еще достроено 10 метров, это одно дело. А если квартира 50 метров и построено здесь дворец 100 метров, 50% больше, то я очень извиняюсь, это уже большие, то есть люди у меня не получали машканту, что называется, когда было дополнительных незаконных построек очень много. Окей? То, хорошо, мы сейчас, я думаю, что мы уже будем закругляться. Я сейчас немножко поговорю вам про модуль в курсе Елены. И я буду в WhatsApp, в горячей линии, и по возможности буду отвечать на любые ваши вопросы с удовольствием. Пожалуйста, задавайте мне вопросы, и я очень люблю, с удовольствием всем помогу и направлю. Теперь мы поговорим немножко вот на курсе из минусов плюс. У вас есть модуль про машканту. Я задела здесь моменты, о которых мы говорим, о них можно говорить очень много. Значит, опять-таки мы поговорим, естественно, о первоначальном капитале, какие расходы есть при покупке квартиры дополнительно, войдем немножко больше, глубже, так сказать, о том, что я говорила сегодня, как финансировать покупку квартиры правильно, как получить первичное разрешение машканта, очень важно, мы говорили об этом сегодня. Но тот, кто выдает машканты, в принципе, это не я, это банк.
и надо знать, как с ними работать. Есть разница очень большая между банками. Как получить первичное разрешение, правильно представить, так сказать, продать себя. Одна из целей моих – это правильно представить своих клиентов, чтобы банк видел, что это люди, которые могут выплачивать Машканту. Потому что все, что интересует банк, это два вопроса. Сможет ли человек этот выплачивать Машканту, потому что никого выводить из квартиры он не собирается. Когда люди говорят, мне все равно, пусть банк возьмет у меня квартиру. Нет, это очень-очень долгий, проблемный вопрос для банка. Это стоит очень много денег клиентам, адвокат и продажа квартиры. Сегодня это не делают адвокаты банка. Они берут очень много денег. Выселить людей – это очень больной процесс, поэтому банк старается как можно меньше этим заниматься. И, естественно, квартира. Квартира, можно ли ее будет обналичить при случае, если это понадобится сделать. Да? Поэтому очень важно, чтобы квартира действительно была легальная, чтобы оценщик банка знал, где она находится, чтобы она была правильно записана. Не обязательно. Есть очень проблемные записи, но с этим тоже можно работать. Да? Там Южный Тель-Авив и так далее. Есть проблемы с записью квартиры, но с этим тоже можно работать. Берет время разрешить Машканту на такие квартиры, но это тоже существует. Okay? Как составить оптимальный ипотечный портфель, как правильно составить Машканту, это тоже очень важно. Мы поговорим и о проектах Мехер Лемештекен, естественно. Также мы проработаем, как вы сможете сами смотреть. Есть калькуляторы по Машканте, как с ними работать. Есть даже домашние задания. То есть у вас такой достаточно насыщенный мини-курс про Машканту. Про нее я могу говорить вечно, это очень любимая тема, вот. Но какие-то азы, они вам дадут не только, может быть, самим получить Машканту, но я вам скажу, очень важно, даже если вы берете помощь консультанта, очень важно понять, что он делает, чтобы вы могли как-то с ним общаться, понять действительно какие-то азы, какие-то вопросы, что надо спросить. И если вы идете даже в банк, вы говорите, вот мне многие говорят, мы пойдем сейчас, допустим, в банк нам все расскажет. Надо понимать, что вам расскажут только то, что вы спрашиваете. А то, что вы не спрашиваете, мы никогда не знаем того, чего мы не знаем.